Поддержка населения, когда она так необходима. Всего в Ингушетии детей от 3 до 7 лет включительно около 50 тысяч человек. Право же на ежемесячную выплату имеют более 80% из них. На сегодняшний день, начиная с 20 мая, уже подано 13 365 заявлений. Ингушетия – один из первых регионов России, где заявления на получение этих пособий стали принимать раньше всех, за 2 недели до положенного срока. Даже когда портал госуслуг был полностью перегружен, здесь нашли решение, и заявки принимали на бумажном носителе. Во всех городских и районных отделах соцзащиты установлены специальные урны. Заявление можно подать легко. Для этого нужно скачать утвержденный бланк на сайте Минтруд.ри, распечатать, заполнить и опустить в урну. Сейчас специалисты заняты обработкой этих данных. Такое количество на сегодняшнее заявлений, которые мы приняли, около 5000. Введенных нами самостоятельной системой 1500, потому что большой процент ошибок. Неправильно указаны паспортные данные, ошибка в фамилии, не указан код подразделения паспорта или в номере паспорта. Поэтому наши сотрудники уже на местах, соблюдая безопасную социальную дистанцию, используя там средства индивидуальной защиты, объясняют гражданам, помогают заполнять заявления. Мы пошли даже на это, поскольку другие организации, мы знаем, что закрыты, да, на удаленном режиме работы. Поскольку мера этой социальной поддержки, она востребована. У нас есть полное понимание того, что если человек будет иметь деньги на счету, больше шансов у этого человека оставаться дома и не выходить на улицу в поисках заработка. Поэтому лучше всего, а вернее проще и удобнее подать заявление самостоятельно через госуслуги. Сделать это очень просто. На сайте госуслуг в поисковике вбиваем «Выплаты от 3 до 7 лет», где сразу же открывается необходимый нам раздел. Кликаем и открываем. Нас сразу же предупреждают о том, что нужно убедиться, что ваша семья подходит под категорию получателей услуги. Сделать это очень просто. Нажимаем для начала «Продолжить». Сайт сразу же отображает нам величину прожиточного минимума на душу населения на второй квартал прошлого года. Это, как мы ранее говорили, 10 461 рубль. Чтобы узнать, полагается ли вам выплата, нужно предварительно рассчитать доходы для получения выплаты. Для этого в расчетный калькулятор указываем количество членов семьи. Пусть это будет 6 человек. Доходы членов семьи на мать и отца, например, по 25 тысяч рублей на каждого. Несовершеннолетние, как правило, не работают, поэтому эту графу не трогаем. Важно отметить все наши доходы, которые у нас есть, и кликаем на «Проверить». Как мы видим, доход на одного члена нашей семьи составляет 8333 рубля и 33 копейки. Поэтому смело можем претендовать на данную выплату. Листаем вниз и нажимаем «Подать заявление». В первом разделе «Сведения о заявителе» персональные данные заполняются автоматически. В случае необходимости нужно только дополнить или изменить информацию. Затем во втором разделе «Документ, удостоверяющий личность заявителя» также проверяем правильность указанных данных. В третьем разделе «Сведения о доходах заявителя». Вся эта информация, будь то по заработной плате, пенсии, будет запрошена автоматически. Если есть иные доходы, необходимо поставить галочку и добавить информацию. Уже в четвертом разделе «Сведения о составе семьи» указываем данные супруга или супруги. Если заявление подается от имени матери, то необходимо ввести данные супруга. Затем заполняем персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, реквизиты актовой записи о браке, номер, дату и орган, выдавший документ, место рождения супруга. Если адрес регистрации члена семьи совпадает с адресом регистрации заявителя, нам не нужно ничего заполнять. Нажимаем на галочку. Теперь нам необходимо добавить сведения о всех детях. Для этого нажимаем «Добавить». Выделяем графу «Несовершеннолетний ребенок». И также, как и в первом случае, заполняем все персональные данные. Единственное отличие: необходимо будет ввести данные реквизитов актовой записи о рождении. Заполняем, ставим галочку, если адрес сохраняется прежним. То же самое проделываем и с остальными детьми. Переходим к следующему, 5-му разделу. Способ получения выплаты. Выбираем через кредитную организацию, поскольку второй способ у нас в регионе недоступен. Вводим наши банковские реквизиты карты. Это БИК, корреспондентский счет, номер расчетного счета заявителя. Важно! Номер расчетного счета, куда будет поступать выплата, должен быть именно на номер заявителя, который указан в первом разделе. После заполнения всех данных обязательно пройдитесь по странице и внимательно проверьте правильность введенных данных. Если все данные верные, смело нажимаем «Отправить заявление». На главной странице госуслуг в разделе «Уведомления» вы сможете следить за статусом своего заявления. И большинство, граждан пришло к мнению об удобстве этой услуги. Теперь единовременно, поскольку пособие назначается
как президент сказал, задним числом, с января месяца право будут иметь, и в июне получается, соответственно, за полгода 5123 умножаем на 6, это более 30 тысяч рублей. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, пока не исполнится 8 лет, семья получит. Если таких детей двое, то уже 60 тысяч, более 63, то более 90 тысяч. И ежемесячно, значит, до конца текущего года сумма будет составлять 5123. В будущем году сумма будет увеличена, если будет увеличен прожиточный минимум на ребенка. Как повторяюсь, пособие равняется половине прожиточного минимума на ребенка, установленного субъекта Российской Федерации. И эта выплата будет ежемесячно осуществляться, пока ребенку не исполнилось 8 лет. То есть в идеале 5 лет семья, имеющая таких детей, будет ежемесячно получать по половине прожиточного минимума. Норма, введенная президентом, очень актуальна, востребована, скажется положительно на социально-экономическом положении семьи. Выплаты начнут поступать уже с 10 июня. А вот что касается единовременной поддержки населения в размере 10 тысяч рублей, они положены на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. И с 1 июня уже начали поступать на счета родителей. Всего в регионе более 120 тысяч таких детей. Пенсионным фондом принято свыше 70 тысяч заявлений. Здесь тоже у нас очень хорошее взаимодействие между правительством и пенсионным фондом. Более того, мы намерены дальше ускорять эти процессы. Есть договоренность с пенсионным фондом, что сотрудники пенсионного фонда будут выезжать в отдаленные семьи, будут составлены графики, чтобы людям не надо было ездить в районные центры, город. И это тоже работа, нами уже договоренность есть, будет проделана. Что касается мер социальной поддержки медработникам, то за апрель месяц все вопросы закрыты. Все вопросы закрыты, и за май месяц, в ближайшее время, уже деньги пошли, они есть, они уже направлены на счета медучреждений, и в ближайшее время эти медработники, которые работают непосредственно в инфекционных отделениях, получат в полном соответствии с постановлением правительства Российской Федерации меру социальной поддержки. Тем временем на прошлой неделе били тревогу врачи Псидахского психоневрологического диспансера. Причина – полагающиеся выплаты соцработникам. Персонал пожаловался на отсутствие доплат за повышенную нагрузку в условиях пандемии. Только вот жалоба необоснованная и не подкрепленная законом, говорит зампред ингушского правительства Мариам Амриева. Ведь психоневрологический диспансер не был переведен на особый режим работы, который предлагает изоляцию, а значит выплаты им просто не полагаются. 15 мая 2020 года номер 681, я не буду зачитывать, оно длинное постановление, название, стимулирующие выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания предоставляются только в определенных, в указанном постановлении случаях. То есть при переведении на особый режим работы, предполагающий временную изоляцию, проживание в стационарной организации социального обслуживания, в стационарном отделении получателей социальных услуг, то есть работников, о которых мы сейчас говорим. И работников социального обслуживания, организации социального обслуживания, исходя из длительности рабочей смены 14 календарных дней. То есть в соответствии с данным постановлением Российской Федерации, работники в данном случае Псидахского неврологического диспансера, чтобы получить эти социальные льготы, должны были, хорошо, что этого не произошло, закрыться на карантин, там должен был быть очаг заражения коронавирусом, и должен был быть этот интернат переведен на особый режим работы. Этого не произошло, и очень хорошо, что этого не случилось. Только в этом случае работники подпадают под данное постановление. Прокуратура уже начала проверку по этому вопросу, а это значит, что действиям должностных лиц и сотрудников диспансера будет дана правовая оценка. Что случилось бы и с ведомством, назначь они выплаты неположенной категории. Желаемое выдавать за действительно – это одно, а реальное право получить эти выплаты – другое. Ведь поймите одну вещь, что если мы требуем незаконных выплат, то мы это делаем за счет кого-то, за счет тех, кто
эти выплаты имеют право получить. Я имею в виду тех, которые действительно рискуют, находятся в зоне риска, подвергают свое здоровье и жизнь риску. Требовать незаконно выплат, не имея на то никаких оснований, не только незаконно, но и, простите, безнравственно. Возможно, единичные факты возможны, но мы пока, вот правительство, мы сейчас анализируем эту работу и требуем с Минздрава, чтобы нам полный анализ был дан. И эта работа ведется. Если таковое произойдет, действительно, что человек имел право на нее и не получил, то будут, безусловно, наказаны должностные лица, которые это допустили. Этого требует глава Республики Ингушетия. Очень серьезное внимание на это обращается главой Республики Ингушетия, чтобы ни один человек, который работал в зоне риска, которому положены эти выплаты, не останется без тщательного внимания и без тщательного разбирательства. Так или иначе, все, кому положены выплаты, получили и продолжают получать, говорят в региональном правительстве. Вся ситуация находится на личном контроле главы Ингушетии. Зелимхан Калоев, Джамал Тамасханов, Новости 24.